Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Камрате состоялась презентация новых методических пособий, сборников и словарей, изданных научно-исследовательским центром Гагаузии. Верховный представитель, вице-президент Жозеп Боррель встретился с президенткой Майей Санду. Лучших преподавателей и педагогов Молдовы в честь Дня учителя наградили премиями по итогам конкурса «Учитель года». Башкан Гагаузии Евгения Гуцул представила своего начальника Главного управления по делам молодежи и спорта АТУ Гагаузия. В Камрате состоялась презентация новых методических пособий, сборников и словарей, изданных научно-исследовательским центром Гагаузии. В мероприятии приняли участие преподаватели гагаузского языка, ученые, руководители школ и детских садов, работники сферы культуры и искусства. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, обращаясь к присутствующим, назвала сохранение и развитие родного языка одним из важнейших приоритетов команды исполнительного комитета. Впервые за 30 лет изданы учебники по истории, культуре и традициям гагаузского народа для 5-9 классов и запущена электронная платформа по изучению гагаузского языка. Говорить на родном языке легко и приятно. Мы будем популяризировать и продвигать гагаузский язык во всех сферах общественной жизни, сказала Башкан Евгения Гуцул. На презентации новых методических пособий были представлены самые последние издания образовательно-методического толка, ориентированные на стимулирование деятельности и развитие национального образования в автономии, а также современные разработки и платформы для изучения гагаузского языка, соответствующие действующим европейским и международным стандартам в этой сфере, передает НИЦ Гагаузии. Верховный представитель, вице-президент Жозеп Боррель встретился с президенткой Майей Санду. Он подтвердил важность отношений между Европейским Союзом и Республикой Молдова. На встрече обсуждался прогресс Республики Молдова на пути к Европейскому Союзу. Верховный представитель высоко оценил приверженность правительства к проведению реформ, подчеркнув при этом свою уверенность в способности государственных институтов Республики Молдова продолжить борьбу с последствиями российской агрессии против Украины. Высокий представитель подчеркнул важность продолжающего сотрудничества в области безопасности и обороны, особо отметив недавнее создание миссии партнерства Европейского Союза в Республике Молдова. Миссия уже работает в тесном сотрудничестве со своими молдавскими партнерами над укреплением сектора безопасности страны. ЕС будет и впредь проявлять солидарность с Республикой Молдова и поддерживать ее на пути реформ. Лучших преподавателей и педагогов Молдовы в честь Дня учителя наградили премиями по итогам конкурса «Учитель года». Всего выбрали 9 победителей в 3 номинациях – «Учитель года», «Педагог года» и «Профессор года». Учителя – это мост в будущее каждого учащегося. От них зависит не только то, чему научатся дети, но и то, как они себя чувствуют. Хотя премия «Учитель года» вручена лишь 9 работникам системы образования, благодарность высказывается всем учителям, сумевшим воспитать поколение сплоченных, устойчивых к жизненным вызовам и всегда любознательных к открытиям и творчеству детей. С таким посланием обратилась президентка страны Майя Санду на торжественном чествовании лауреатов республиканского конкурса «Учитель года-2023», передает IPN. Каждой категории были вручены денежные призы. В номинации премии первой степени получили 50 тысяч леев, второй степени 25 тысяч леев и третьей степени 15 тысяч леев. В начале торжества премирования участники почтили минутой молчания память писателя Иона Друцы. Мероприятие организовано по случаю профессионального дня работника образования, ежегодно отмечаемого 5 октября. Октября отметил свое 74-летие педагог, танцор, участник танцевального коллектива «Ивельки Уюнджулар» Дьяченко Дмитрий Иванович. Об этом на Facebook написал директор Национального гагаузского историко-этнографического музея имени Дмитрия Карачебана Людмила Марин. Родился на севере Молдавии. Еще со школы занимался народными танцами. После школы поступил в Кишинев сельскохозяйственный институт. Он учился и занимался танцами. Работал в коллективах «Стяо Роши», «Кадрянка».
После 2 лет обучения Дмитрий Иванович оставил учебу. В 1969 году он приехал в Камрад, где в последующие годы учился. В 1970-е годы в Дом культуры Камрада набирался ансамбль «Дюзова». Дмитрий Иванович танцевал в коллективе «Дюзова» до 1975 года. Но по семейным обстоятельствам ему пришлось оставить любимое занятие. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул представила нового начальника Главного управления по делам молодежи и спорта АТО Гагаузия в лице Вячеслава Васильевича Драгой. В первую очередь она поблагодарила бывшего начальника Сергея Стайногла за активное развитие спорта в Гагаузии и отметила, что при поддержке Вячеслава Васильевича новое руководство Гагаузии будет и дальше продвигать спорт в Гагаузии, чтобы наши спортсмены достойно представляли автономию и Республику Молдова на европейских и мировых аренах. Сопрано Валентина Нефорница посетила творческий центр в Каушанах. Подробнее в репортаже наших коллег. Tajul Centrului Raional de Creație Copilor și Adolescenților Căușeni. Aici, la primul etaj, mai avem și Muzeul Raional de Istorie și Etnografia raionului, după care mai avem serviciul de asistență psihopedagogică, avem biblioteca publică pentru copii, filiala a bibliotecii raionale, care se află în lipsa spațiu. Face activitatea cercul de limbă engleză, limbă străină. Cercurile la Centrul de Creație sunt toate gratis. Toate gratis, da. Pentru toți, toată comunitatea, toți copiii și din raion. Centrul de Creație noi mai salarizăm cadre didactice în 12 sate a raionului, unde au posibilitate și copiii din raion să învețe o abilitate pe interesele lor. Valentina Naforniță, cunoscută soprană și susținătoare de profil al UNIHCR, a făcut o vizită joi în raionul Căușeni. Scopul a fost de a susține și a promova activitățile desfășurate de UNIHCR și de a se implica direct în comunitatea locală. Doamna Ecaterina, directorul adjunct instruire și educație, anume în Centrul de Creație și educație extrașcolară. Pentru ziua învățătorului, Profesor, felicitări și ea că avem diferite compoziții. Cred că nu am pus pe... Nu le-am amenajat. Da, foarte frumos. Artista a început ziua vizitând Centrul de Creație a Copiilor și Adolescenților. Aici a avut oportunitatea de a face cunoștință cu tinerii talentați din zonă, care își dezvoltă abilitățile în diferite domenii artistice și culturale. Se mai extinde un cerc de artă plastică, la fel trebuințăm acest spațiu pentru expoziții, cercul de artă plastică, unde copiii au posibilitatea de a învăța nu numai a picta, dar și a profesa alte tehnici. Este tehnica izonit, cu acu, doamna conducător artistic, doamna Raisa, tehnic batic rece. Lângă batic rece este tehnica paper art. Din șervețele fac mici funiuliți așa. Da. Și pe conturul desenului deja le aplică și le colorează. În timpul vizitei sale, Valentina a avut plăcerea de a se întâlni cu conducătorii cercurilor extrașcolare din Căușeni, discutând cu aceștia despre importanța educației și a implicării în dezvoltarea tinerilor din comunitate. Ștefan Bordujan este profesor al cercului ansamblu vocal. Valentina, îmi pare bine. Ansamblu vocal. Ștefan mai este, hai spune tu, unde ai mai... Teatrul Doctor. Ah, da? Unde ce? Și mai sunteți și acum? Nu. Până când ați fost? Am fost până 2 ani. Deci noi am mai cântat împreună, poate, pe la concert. Unde ai mai activat cu Plăiești? Ai mai fost? Da, cu Drienii, am avut o sală folcloric.
Sunt pentru prima oară aici, sunt pentru prima oară în calitate de înalt susținător UNHCR din Moldova și mă bucur foarte mult. Este un loc foarte plăcut și foarte cald, cu foarte mulți copii talentați. Deci ce am observat aici e pur și simplu copleșitor. E incredibil că într-un loc atât de mic se înrădăcinează atâta talent și mă bucur foarte mult acest lucru. Mamele copiilor refugiați care sunt încadrați în Centrul de Creație a Copiilor și Adolescenților spun că aceste vizite îi inspiră și le predă încredere. Такие встречи очень важны для нас, потому что это такое, скажем так, акт внимания к нашему народу, к беженцам с Украины. Это говорит о том, что людям не безразлично, и что есть о чем поговорить, есть что обсудить. Мы говорили о нашей предыдущей встрече, мы знакомились, я рассказала свой путь, как я сюда приехала, свои впечатления о Молдове, о молдавском народе. И знаете, что я хочу сказать? Когда вот ты находишься вот в такие моменты, когда приезжают люди, какие-то интересные люди, творческие или просто какие-то высокопоставленные, и у них цель увидеться с тобой, пообщаться с тобой, это вдохновляет, это помогает думать о том, что все-таки мы не забытые, не брошенные люди, мы интересные люди, у нас есть какой-то опыт двух стран, да, с которым мы можем обменяться идеями или еще что-то. Поэтому я считаю, что это очень важно. Мы очень рады сегодня встречать миссию UNICER у нас в гостях в комьюнити-центре и очень благодарны им за то, что они заботятся о нас, поддерживают нас и в финансовом плане, и в юридическом. У нас есть очень много вопросов, и спасибо им огромное за то, что они помогают нам решить эти вопросы. Спасибо огромное за то, что они есть, и за то, что они делают для нас. Pe parcursul întregii zile, Valentina a împărtășit zeci de zâmbete și povești cu copiii și adolescenții care participă la activitățile desfășurate la Centrul de Creație din Căușeni. El a oferit inspirație și a transmis un mesaj despre importanța artei și a culturii în dezvoltarea personală a fiecărui individ. Сегодня мы привезли непосредственно в Каушан. Это визит нашего посла доброй воли Валентины Нафорницы. Основная цель – показать деятельность, которую агентство по делам беженцев делает в Каушанах. Мы здесь непосредственно совместно с местными властями, с другими организациями создали общественный центр, где много детей, как и местных, так и из Украины, сейчас проходит различное обучение, получает различные услуги, здесь образовывается, и показать ей нашу деятельность и деятельность других организаций за пределами Кишинева, потому что в Кишиневе, да, много сервисов, много партнеров, но также за пределами очень много деятельности, которая проводится, и мало кто ее видит и оценивает. Как бы одна из главных таких моментов – показать и также рассказать о том, что происходит за пределами Кишинева. Valentina Naforniță este cunoscută nu doar pentru talentul ei muzical, ci și pentru angajamentul său puternic în susținerea cauzelor umanitare. Ea este unul dintre susținătorii de profil înalt ai UNHCR, lucrând alături de Agenția ONU pentru Refugiați pentru a evidenția situația refugiaților și a comunităților gazdă din întreaga lume. Astăzi avem marea onoare să o avem în calitate de oaspete pe Valentina Naforniță, care anul acesta a fost aleasă în calitate de ambasador al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Și, într-adevăr, avem marea onoare să o avem în calitate de oaspete la Centrul Raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Căușeni, la fel și în Centrul Comunitar Căușeni. Prin această vizită în Căușeni, Valentina a demonstrat odată în plus implicarea ei în sprijinirea comunităților vulnerabile și a continuat să aducă lumină artei și muzicii în viața oamenilor din întreaga lume. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!